Стою на асфальте я, в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Всем хай, с вами Циничный Комяк и мой видеожурнал «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — это обзор происходящего в Республике Приколов, слова главных действующих лиц и здоровая нотка скептицизма. И я начинаю. Сосногорские чиновники дерутся с депутатами. Гадюка хотела трахнуть жабу тогда, когда депутат Иван Рубан попытался провести избирателей на открытое заседание Совета. Заместитель руководителя администрации Сосногорского района Татьяна с птичьей фамилией Ворона полезла с ним в драку. Дело в том, что на заседании решался вопрос о прекращении полномочий депутата от коммунистов России Виктории Чиж. Большая часть депутатов партии жуликов и воров решили лишить ее полномочий в связи с утратой доверия. Якобы она не предоставила справку о своих доходах при подаче декларации, однако депутат утверждает, что справку направляла. Договориться с жуликами и ворами у меньшинства депутатов в Сосногорске не получилось. Сейчас с этим делом будет разбираться суд. Впрочем, это уже совсем другая история. Через пару дней Рубан пришел писать заявление по поводу нападения Вороны на себя в полицию, где его встретили в лучших старорусских традициях. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Прокачавший навык «когда убьют, тогда и приходите» до 99 уровня менты изначально не хотели регистрировать обращение депутата Рубана, но после того, как он вышел на улицу и стал вести трансляцию, попутно рассказывая о бездействии работников правоохранительных органов, заявление, скрипя зубами, все же приняли. Педагога Майкунской школы Никиту Тушканова уволили. Немного предыстории. Учитель истории обществознания Никита Тушканов был единственным протестующим 23 января в Майкуне. Он вышел с плакатом, на котором было написано «Молчи или умри». После того, как Министерство образования Коми призывало не выходить на акции протеста детям и их родителям, данный поступок в министерстве расценили как бунт и началось давление на педагога. Районное управление образования стало принуждать его к увольнению, в противном случае угрожая уволить по статье. Позже пришли прямо в школу путинские шавки и принесли с собой предостережение для Никиты о недопустимости подобных акций, хотя пикеты не запрещены и вообще Конституцией гарантируется право на свободу слова. Это Россия! Всякие псевдоэксперты типа общественники присоединились к травле и выдали целые простыни о том, что протестовать нельзя и вообще поддерживать Навального значит поддерживать аж 4 заморских разведки. Страшно, очень страшно. В итоге, к концу марта Тушканову выдали документ, он же приказ, в котором говорится о том, что его увольняют с работы с формулировкой «аморальный поступок». В качестве аморального поступка выступили старые фотографии из его инстаграма, когда он еще не работал в школе. Почему при приеме на работу эти ужасные аморальные фотографии никого не взволновали, не сообщается. Далее Никита Тушканов планирует восстановиться на работе через суд. Вы, наверное, думаете, что считает глава нашего дурдома по поводу происходящего в республике. Да ничего он не думает по этому поводу. Помимо игр в войнушку, он сидит с бабками, рубит дрова, гоняет на снегоходе, звонит в колокол. В общем, ведет себя как вел себя Сережа Агапликов по прозвищу Олимпроспил. Ну что ж, на этом все. Не забывайте лайкать и распространять видео, а также подписывайтесь на мои социальные сети, указанные в описании,
чтобы ничего не пропустить. До новой встречи.